минус 11 градусов, потеплело немножко. Вчера было минус 16, позавчера тоже прохладненько было. По слухам, наша река Печора встала вчера. Позавчера здесь в районе поселка. Вчера звонил, в деревне тоже местами встала. Есть большие полыни, как по слухам, но мы это сами сегодня все увидим. На реке не был 2 дня, взяли выходной. Вчера был праздник гармониста вечером, ходили в Дом культуры. Там, ну что, праздник гармониста, играли мужики не только мужики, еще и, в общем, играли на баянах, на гармонии. Пару кадров можете посмотреть, сейчас включу тоже. Девчонки полюбили не меня, девчонки полюбили трубача, ага. А у трубача будка горяча, и я понимаю, что я пролетаю. Пригожин, сын Мессия, сыланки. Иван Григорьевич, спасибо, не уходи. Ну-ка теперь ты поделись со зрителями, а каков ваш стаж игры на баяне? На баяне я вообще-то не играю, но... Сейчас вы что делали? Пиликаю. Ну тогда стаж пиликанья на баяне. Ну, сами пришел, потихоньку пиликаем. У овечек есть бараны, у пчелок есть шмели, а для женщин почему-то кабели мы кабели. Злые люди не иначе языками навели. Если женщин любим, значит кабели мы кобели. Спасибо. Гармошка заиграет, и невозможно утерпеть. Ох, держите мои ножки, я частушки буду петь. Когда слышно на улице где-то одинокая бродит домой. Когда слышно на улице где-то одинокая бродит домой. Играл Иван Григорьевич, играл мой брат Виталий. В общем, сходили вечерком на этот праздник. Сегодня Иван Григорьевич занят, не поехал. Ну, а я решил выехать проверить, потому что 2 дня уже палки не проверены. Выезжаю с ночевкой, надо будет растопить мою летнюю кухню, потому что давненько уже не подтапливали, она уже остыла, не надо дать ей замерзнуть, потому что мы еще возле нашей деревни в планах есть порыбачить, потому что река встала, это значит открылись новые горизонты, есть место, будет место, куда переставить палки, будем искать налима, в общем, будем работать, будем ловить рыбу. Будем жить рыбалкой, но, естественно, все это постараемся заснять на камеру и показать вам. Так что до встречи в деревне. На улице уже светает, падает снежочек. Такая нормальная, мягонькая погода. Первая остановка — родительский дом. Остановились здесь, чтобы затопить летнюю кухню, где мы будем сегодня ночевать. Я буду ночевать. Я уже привык, потому что постоянно общаюсь с вами, и все мы. Потому что все, что я не делаю, все это мы делаем вместе с вами. Постепенно все закидывает снегом, как мы видим. Надо побыстрее вытаскивать тележку отсюда, иначе я потом ее не смогу вынести. Если летом здесь было все красиво, все зеленое, росла картошка, как мы видим, все закидывает снегом, сугробы,
тропки, все, наша коптильня. Ну и вот наша летняя кухня, где мы будем сегодня ночевать. Сейчас затапливаю печку, оставлю ее, чтобы протопилась. Вечерком приду, уже будет теплее. Давненько не топили, будет холодно. А вечером еще протоплю, и я надеюсь, будет уютненько уже. Все, погнали. Так, ну вот, как мы видим, печка топится. Вечерком будет уже тепло. Бензин заправил, все приготовил. И нам остается съездить за нашим ураганом до брата. Я там его оставлял. Перегрузиться. И вперед. Не теряя ни минуты. Поддувало закрыл. Печка сейчас будет шаяться. Часа 3-4. Кирпичи нагреются, тепло даст. Будет все нормально. Нам еще вот надо будет эту тележку взять. Раскопать, пока здесь не замело снегом, иначе я потом сюда не заеду. Все-таки месяц, может быть, мы здесь порыбачим, а потом будем ездить куда-нибудь на дальние рубежи. И ураганочку нашего придется возить на телеге. Все, погнали. Ну вот, в принципе, и все готово. Сегодня едем налегке. Взял только ледобур, стульчик, может быть, живцов где-то половлю, термос с печенюшками, ведерко, пешню, лопату и все. Так, бензин положил. Ну все, поехали. Все делаем быстро. О, вижу, река здесь большая полыня. Основное русло вроде бы стоит. Но сейчас мы это увидим на реке. Огромная полыня, просто огромная, на всю ширину реки здесь до острова. Так вот, мы и на реке успели уже заехать на ручей, поймать живцов. На ловушке живцы попались. И что у нас на реке? Ну, в общем, все неутешительно. Река здесь открыта. Ниже возле Скаляпа она замерзла, возле Троицко-Печорска замерзла. А тут огроменная полыня, просто открыта. Я не знаю, как мы будем делать, но вода вот прибыла, как мы видим. Она поднялась возле берега на лед. Вот я сейчас тут прошелся, получается, везде вода. В общем, придется немного помочить наш буксировщик, но ничего страшного, потом отобьем, потому что пешком идти далеко. Ничего страшного, я сегодня без корыта, так что прорвемся. Конечно, выезжать не будем, а до песка доедем. Провалились.
Что мы видим на реке? Да, на реке неутешительно все. Смотрите, сколько воды вышло на лед. Вода прибыла. И это не есть хорошо. Так что оставляем урагана здесь. И пошли проверим, что у нас попалось. 2 дня не проверяли. Что-нибудь по-любому есть. Все, погнали. Так, одолбили мы первые 2 палки. 3-ю мы в прошлый раз подняли было. Ветрище такое, наверное, шуметь будет. В общем, хочу показать, насколько прибыла вода. Где-то около метра. Просто ужас. Это вот, смотрите, вот специально оставил кусок. Вон, смотрите, берем метр, да, грубо говоря, вон, вот до сюда лед. Это было изначально, когда я оставил палки. Вот сейчас выше этого еще, смотрите, вон сколько. Вон. Выше того уровня, короче, больше метра поднялась вода. Это как бы с одной стороны хорошо, дает надежду, что рыба шевельнется. Так, здесь нет ничего. Сегодня будем наживлять свежими живцами. Там вот вообще глубины не было. Вот так вот было 15-20 сантиметров. Тут тоже было очень мелко. Но тут нету ничего, потому что я уже просто так бросил палки. Вон, а здесь эта палка была поднята. Оставалось где-то вот максимум вот так вот где-то. Вон, 20 сантиметров. Сейчас смотрите, вон, берем метр. И она просто вон туда ушла. Больше метра прибыло за 2 дня. Больше метра. Вот по этой причине и вода поднимается на лед, и все сыро. Но ничего страшного. Сейчас мы это наш быстренько проверим. Наживляем свежими живцами. Лед поднялся. Это дает шанс, что рыба под шугой, под всем сюда пройдет. Будет налим, будет хариус, будет язь, все будет. Так что это с одной стороны хорошо, что вода поднялась. Плохо то, что река еще идет, здесь открыта вся. Посмотрим. Места, если что, за берегом хватает. Будем работать. Так, 2-я тройка игроков в студию. Вон. Не буду отпускать. Здесь никого. Если я сейчас отпущу палку, то она где-то... Вот, смотрите, вон, расстояние больше метра. Вот она упадет до сюда. Вот, смотрите, вон. Раз. Метр. Тут у нас тюрьма. Ну и, конечно же, пусто. Пусто. И 3-я палочка. Тоже вроде бы здесь тюрьма. А вот она. Отпускать не будем. Всем уже показали, что вода прибыла на метр. Это если рыба попала, то она попала в первый день. Что-то есть, что-то дергает. Язечек, дружочек. Ну вот, попал на двойник, офигеть. Вот такой вот небольшой язь. Хапнул двойник. И что мы видим? Вот еще что мы видим. Пол ерша кто-то отгрыз. Это, наверное, проделки налима, я так думаю. Ну вот, начало есть. Первый язек. Энскадам. Так, готово еще троечка. Поехали. О, язечек. Уставший такой. Все запутал. Палка поверху была. Запутал все, что можно, и все, что нельзя. Но не ушел. Устал бедолага. Так. Есть еще язек. Так, одну палку я пропустил. Первую. Так, здесь у нас было, но прошло. Все запутано. Тут, походу, язь.
потому что ерша не взял. Был бы это налим, по-любому бы ерша хапнул. Так, мы пропустили первую палку. Смотрим. Так, что-то натяжечка есть. Нету. Это окунь натянул. А окуня никто не ест. Так, ну что, эта троечка тоже езя дала. Неплохо. Вот так вот после каждой тройки я снимаю камеру с головы и убираю ее за пазуху. Иначе съемки не получится. Гляньте, какого кабана я сейчас вытащил. Вон. Проверяю одиночные палки после ряда. Вот одну проверил пусто. Камеру даже не достаю в целях экономии заряда. Вот. Раз, два, три, четыре, пять палок здесь. Далеко друг от друга. И вот вытаскиваю. Мелко было. Здесь вообще сантиметров 25, наверное. И вот на такой мелкоте вот такой вот кабанелло. Это, ну если не килограмм, то, наверное, точно грамм 900 есть, наверное. Даже нет. Будет килограмм, наверное. Вон, здоровенный язина. Толстый, жирный. Крупный язь. Янцикадан. Вон на какой крупный крючок он попался. Вон на налимовый крючок. Вот такие вот у нас печорские язи бывают. О, вот это да. Да, он еще и разговаривать умеет. По сравнению с этими полкиложками он кабан, просто кабан. Эти два, наверное, меньше весят, чем один. Друзья, здесь не просто тройка, она еще расположена треугольником. Раз, два, три. Сейчас посмотрим, что у нас попало на треугольник. Здесь две палки мы переставили в прошлый раз, потому что не было уже, что-то есть. А нет, это маленький налимчик и малек. Оба живы. Отпускаем сразу. Вон еще раз показываю, как упала вода. Вот она до сюда была. И еще метр туда, 1,20 м даже где-то. Сверху рыба не плавает. Рыба плавает по дну. Вот эту добавили мы в прошлый раз. И вот эту. Вроде бы. А не, вон ту. Здесь вроде бы есть. Натяжечка есть. А нет, здесь тоже маленький налимчик. Да. Здесь маленький налимчик, потом малька еще добавлю. Вот тут маленький налимчик и тут. Запомнили, да? Бермудский треугольник, два маленьких налимчика. Ждут трофея. Ждут своего дедушку. Так, ну а здесь вот он язечек. Новая палка сработала. Опять же, вон на крупный большой крючок. Вон язек. Четвертый язь. Как-то вот так. Еще троечка готова. Смотрим. Здесь никого. Бегом, пока батарейка не села. Поднялся ветер, метель. Надо быстренько закругляться, иначе заметет все тропинки. Опять ничего не найду. Так, здесь у нас что? Здесь у нас лягушка. Пусто. Ну, сейчас большого улова ожидать нечего, потому что лед поднялся. Все живцы, если даже и были, они поднялись наверх. Вся рыба, даже что попала первый день, она сошла. Нету ничего. Пусто. Вот еще один набор палочек у нас готов. На этот раз не 3, а целых 4, потому что конец ряда. И смотрим. Большой надежды, конечно, нету на большой улов, потому что вода поднялась. Палки подняла. Рыба даже то, что была, я здесь, скорее всего, уже сорвались, сошли. Ну,
Исключение только то, что кто глубоко заглотил. Так что большой надежды нет на улов. Ну, небольшая есть. Здесь никого, живец живой. А налим ползает по дну. Эти верховые живцы ему по барабану. Здесь тоже пусто. Пусто. Вон четвертая. Четвертая. Здесь вроде был налим как-то. Здесь или здесь, не помню. Ну дай бог, чтобы это повторилось. Пусто, друзья, пусто. Я же говорил вам, большого улова ожидать сегодня нечего. Потому что вода подскочила больше, чем на метр. Что была рыба, она сошла. Ну а что? Поверху живцы плавали. Туда обычно не попадает. Ну, в общем, осталось немножко. Осталось у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 десяток палок где-то. И это, наверное, будем проверять уже под фонариком. Ветрище, метель. Погода вообще не айс. Так, друзья, у нас на улице уже совсем темно. Решил сначала отдолбить все эти 10 палок, чтобы потом не искать их как слепой котенок. Пока светло немного было, отдолбил все 10 палок. В улове у нас пока 4 язя, как было, так есть. 3 язя и 1 язище. На улице метель. Немного вроде потеплело на пару градусов, но вообще не знаю, как слышимость будет. Ой, в общем, проверяем, друзья, проверяем. Надежды мало, но немного она есть. Все-таки. Так, здесь вроде бы что-то есть. Что-то дергает. Язечек. Пятый товарищ у нас. Ох, еле-еле держался. Ох, повезло, значит, был мой. Будем проверять до тех пор, пока не сядет батарейка на экшн камере. Этим мы сэкономим. Пару батарейок еще есть. Сэкономим и как бы аккумуляторы по-быстрому. И фонарик тоже долго он работать не будет. Так, здесь никого. Все запутано. Язи были, язи сошли. Потому что вместе со льдом подняла палки. Ой, куда я корыто-то тащу? Наживлять же потом надо будет. В общем, смотрим. В прошлый раз здесь язики были. Были и сейчас. Но все запутано. Потому что палки подняла, и они гуляли как хотели. В прошлый раз здесь вроде бы Григорьевич вытащил налима. Сейчас посмотрим. Если налим попался, то только в первую ночь. Вчера он по-любому не попал. Да, до этого налимчика мы одного налима уже поймали. И он, к сожалению, и сдох. Он тогда был еле живой, но еще немного шевелился. Я кинул на всякий случай, думал, а вдруг. В принципе, теоретически, если бы вода не поднялась и налим бы проходил мимо, он бы мог попасть. Так, тут у нас пусто. Нет, я говорю, большого улова не будет, потому что палки подняла. За 2 дня язи, что попали, они сошли. Опа. А налим, если попал, он только в первую ночь. Видите, все запутано. И здесь рыба была по-любому. Крутила как хотела и ушла. Вот завтра, да. Завтра улов будет. Свежие насадили, все на дне, вода поднялась. Завтра нам, я так думаю, клюнет и нехило. Но сегодня... О, что-то еще есть. Что-то есть. Язёк, наверное. Ага. Ух ты, язёк! Язина.
Ну, поменьше того, поменьше, немножко. Этот грамм на 800, наверное. Проглотил, да, желудка. И тем самым он не мог уйти. Так бы по-любому ушел. Так, ладно. Сначала проверяем. А потом, вон, фонарик уже садится тоже махом. Так, ладно, здесь пока оставляем. 2 палки осталось. Ну давай. Наяривай, гитара 7-струнная. И пусто. Ну вот и все. Включаемся, друзья, возле буксировщика и посмотрим наш сегодняшний общий улов. Ну а пока мне остается наживить эти 10 палок. Завтра мы точно урожай снимем. Все, давайте, друзья, встречаемся возле букса. Воды местами очень много, и местами лед здесь был очень тонкий, так что он сейчас не то чтобы укрепляется, он сейчас даже может промыть его. Где течение, появилось течение, его сейчас снизу промывает, сверху одеяло греет, снизу промывает, лед становится очень опасным. Там возле крайней палки я пешню тюкнул, по крайней мере провалилось сразу. А так, где тропа ходила, где намерзшие, так более-менее уже. Все, друзья, встречаемся возле букса. Вот мы наконец-то нашли свой ураган. Еле-еле. Дороги все замело, еле нашел свою дорогу. Вон, приехали на урагане, уже не видно ничего. Все замело. Кое-как нашел обратный след. В общем, подводим итоги сегодняшней рыбалки. Это 6 язей, 4 так себе, 2 просто вот лаптя. Вот эти 2 просто здоровенных язя, под килограмм, наверное. Эти тоже. Налима сегодня нет. Я уже говорил, по какой причине. Вода подскочила на метр, налим плавает по дну. А язи, что попадались, они все сорвались. Ну ничего, мы все сделали, все насадили. И завтра у нас будет улов. Обязательно будет. Сейчас садимся на буксировщик. Попробуем найти обратную дорогу до берега. В такую погоду лучше не рисковать. Вот я потерялся, реально потерялся. Вот такая целина. И я хотел напрямую, потерялся, не знаю где берег, не знаю где свои следы. В итоге пошел обратно по своим следам, не стал рисковать. Кое-как нашел по палкам, вот. Пришел. Вон. Блуждал здесь, вон, кругом вода поднялась, кругом промоина, лучше не рисковать, ну его нафиг. Теперь на полных парах едем домой, топим печь и ужинаем. На сегодня рыбалка закончилась, но день еще идет, так что встречаемся за ужином на летней кухне. Ух. Ну вот, наконец-то, долгожданный ужин. Почему долгожданный? Потому что я уже проголодался, пока его готовил, пока протопил еще печь, почистил везде снег, наколол дров, занес, затопил еще. Ну, в общем, занимался делами, приготовил ужин. На ужин у нас сегодня проще простое. Картошечка отварил с укропчиком, котлета с язя. Рыбная котлета очень вкусная, кстати. Вторую я оставил на утро. И соленый язь. Ну, на этот раз он с растительным маслом, с лучком. И мне очень почему-то захотелось. Попалось на глаза 2 пачки супа со звездочками. И что-то мне так захотелось. В общем, решил я отварить суп. Вот. Потому что дома я такого супа точно есть не буду, потому что мне никто его там не приготовит. И решил вспомнить детство. В детстве очень любил суп со звездочками. Вспомним детство. Ну и, конечно, запотевший пузырь. Он
брал сегодня с собой на рыбалку. Но там было не до этого. Быстренько попил чай с пирожками. И все. Так что присаживайтесь с нами поужинать. Это вам. Это нам. Повторюсь, это не спиртной напиток. Это рыбацкий. От него не пьянеют, от него становится просто хорошо. Ваше здоровье, друзья. Сейчас махану и скажу. Есть повод, кстати. Хороший повод. У меня улыбка на лице, это значит хороший повод, честно. Сейчас расскажу. И, пожалуй, есть ком. Если я за ужином вечером не поем соленой рыбы, то мне что-то не хватает. Каждый день по возможности куска 3-4 с картошечкой, это уже традиция. Сегодня захотелось почему-то именно с лучком, с маслицем. Вечером вчера сделали, он промариновалось и нормально. Так, что у нас за повод? У нас повод такой, вы сегодня уже, наверное, заметили, как я веду съемки, это просто мучение. Это приготовил палки, камера у меня за пазухой, быстренько одеваю, быстренько проверяю, все, прячу, остальное насаживаю. Если речь пошла о камере, то вы, наверное, уже догадались. Да-да-да, вчера по плану должен был ехать сюда проверять продольники, но утром совершенно случайно, ну как случайно, не совсем случайно, меня подтолкнули как бы к этому мы еще вернемся. Зашел в группу магазин GoPro и обнаружил, что GoPro 9, которую я хотел давно уже приобрести и ждал новогодних скидок, наконец, я думал просто перед Новым годом это будет, а то ли в связи с Черной пятницей, то ли с чем, вот сегодня, кстати, пятница, да, черная, все везде скидки, тудым-сюдым, и вчера обнаружил, что GoPro, которая стоила 42 тысячи, потом там 39 900, сейчас вчера зашел 34 900, на 5 тысяч сделали скидку. И, конечно же, я не раздумывая, сразу же сделал заказ. Связались, правда, в отличие от 2018 года, когда я заказывал Silver, сейчас доставка платная, где-то около 2000, наверное, доставка. Курьер принесет мне прямо до дома. Транспортная компания это по почте не присылают. В 2018 почему-то доставили бесплатно. Это, может, акция была. Вот, заодно я заказал защитные стекла. Ну, там немножко я профанился, немножко заказал. Они там что-то 690 рублей, 700 рублей, что ли, 3 стекла защитных на объектив, на передний экран, на задний экран. Потом зашел на Алиэкспресс, а там они что-то рублей 70-80 стоят. То есть в 10 раз больше я заплатил, но я этого не знал. Ладно. Попросил их заклеить. Если заклеят, все нормально, то хуже не будет. И что-то еще. Так, доставка 2000, стекло. У меня что-то обошлось 37 с копейками. Вот деньги я перевел. И камера уже сегодня, наверное, отправилась
И скоро мы будем снимать на хорошую камеру. Хочу сразу поблагодарить всех тех, кто помогал в приобретении этой камеры. Это на день рождения канала собралось 8000. До этого, когда я утопил весной, где-то, наверное, около 5000 собралось. Тогда Александр Мазай на своем канале озвучил то, что утонула камера, и попросил как бы, ну, своих зрителей, своих подписчиков помочь в этом. Вот 13 тысяч получается. Потом, благодаря вашим просмотрам рекламы, то, что вы смотрели рекламу, я собирал, никуда не тратил эти деньги. И с Ютуба тоже ощутимо добавилось. И вот осенний урожай картошки, то, что вот у меня была картошка, в конце концов нашлись покупатели, продал картошку. В общем, хватило мне на камеру, хватило мне на ремонт автомобиля. И немножко даже осталось там что-то в пределах 3-4 тысяч даже осталось от этой суммы. То есть скидку я все-таки дождался, и скоро мы будем снимать на хорошую камеру. Вдобавок к этому я зашел еще на сайт AliExpress и заказал сразу дополнительные батарейки, потому что на сайте GoPro они просто сумасшедшие цены, там каждая батарейка 2000, наверное. А я за наверное, две батарейки заказал и зарядные вместе. Потом заказал поплавок, не знаю, будет не будет работать. Опять же, на сайте поплавок стоит, то есть чехол поплавок оранжевого цвета такой, хватит топить камеры. Вот. На сайте GoPro поплавок стоит 3000, просто кусок поролона там 3000 стоит. А на Алиэкспрессе похуже, конечно, с виду, не знаю, будет не будет держать оно камеру, ну там что-то в районе 500-600 рублей, что ли, не помню уже. Вот. Потом заказал еще за 2000 алюминиевый чехол на камеру, куда можно будет вставлять, если при надобности, микрофон, освещение, фонарь. Заказал опять же 2 фонаря сразу, то есть чтобы в темноте не так, вот фонарик у меня здесь, камера здесь, то есть у меня все, этот чехол одеваю, к этому чехлу одеваю фонарик, все такое. И что-то я еще заказал по мелочам, но не по мелочам, а что касается камеры, именно камеры, дополнительные батарейки, все такое. В общем, вчера у меня был день покупок, день шопинга, можно сказать, день. Ну, скоро, очень скоро. Камера, надеюсь, придет скоро, но все остальное придет немного позже, конечно, потому что там конец декабря, начало января по срокам. Это повод, друзья, это повод. За это надо выпить. Вот. А прежде чем выпить, я хочу, если я уже начал сказать, что не просто так я заглянул на сайт GoPro. В общем, недавно, буквально где-то на неделю назад, может в течение недели, я, можно сказать, поближе познакомился с одной из подписчиц. Ну как, это уже не подписчики, а друзья. В общем, раньше она была под ником Ольга Малькова. Ольга Малькова все комментировала постоянно, как бы, кто постоянно комментирует, уже видно на канале. Вот, потом что-то бац, появилась что-то новенькое, Уралочка на рыбалке. Ну, думаю, просто новый подписчик. Что впоследствии оказалось, она уже мне потом ВКонтакте написала, говорит, так и так, решила открыть, создать свой канал. Глядя, говорит, на вас и других, говорит, а чем мы хуже, и все-таки, говорит, вот с мужем, говорит, посоветовались и решили создать свой канал. Вот, я уже понял, что Ольга Малькова это уже есть, она есть Уралочка на рыбалке. Посмотрел, зашел на канал, посмотрел, 100 или 150 подписчиков всего, начала только. И как бы ролики буквально только в течение, наверное, пару недель, только начали они. И знаете, что я вам скажу? Они снимали на телефон, камеры тоже не было.
И довольно-таки неплохие ролики, не то что в качестве улова. На улове там у них щука на жерлице, нормально там все, и как бы язык подвешен, и все. А то, что они просто снимают на телефон, и это у них все получается, нормально, в общем. И вот как-то мы созвонились, списались ВКонтакте, говорит, какую камеру туда-сюда. Я говорю, так и так, сказал, что я собираюсь покупать GoPro 9. И вот она мне буквально вчера утром позвонила и сказала, она говорит, так и так, у нас в магазине были скидки, мы купили за 35 тысяч GoPro 9. И вот с этого и началось. Она сказала, что сайтам всяким она не доверяет. Я зашел на сайт, чтобы показать, что сайт нормальный, и обнаружил, что там тоже скидка. И получается, благодаря ей я вчера заметил, что скидка на камеру. И в завершение к этому хочу попросить зайти на канал Ольги Мальковой, Уралочка на рыбалке. Ссылочку оставлю я в описании к этому ролику. Ссылочка будет у меня вот наверху, сейчас вот появится на этот канал. Не поскупитесь, поддержите молодой канал. За каждого я не прошу. Есть каналы, которые предлагают деньги как бы за рекламу канала, там, что показать. Но я захожу на канал, вижу, мне, допустим, человек не нравится. И несмотря ни на какие деньги, я такой канал, конечно, рекламировать не буду. Потому что, а тут вот молодой канал, простой, отзывчивый, добродушный человек, ходит на рыбалку, создали канал. В общем, друзья, заходите на канал и просто советую, поддержите молодой канал. И тем более они сейчас тоже приобрели новую камеру. Я вам просто гарантирую, что интересные ролики будут. Заходим, смотрим. Нравится? Оставайтесь на канале. Не нравится? Отписывайтесь. Ну, зайдите и посмотрите. От этого, как говорится, ни от кого не будет. Я уже подписался. Я не помню, какой там я был по счету. Ну, как-то я помню тоже у Руслана Шемякина был года 2 назад, наверное, 300 я подписчиком всего. Там 370 или 350, что-то такое. Сейчас у Руслана, слава тебе Господи, вон 100 с чем-то уже, 150, наверное, тысяч подписчиков. Руслан, привет. Так что подпишитесь, сделайте поддержку. И может быть уже через полгодика или через год канал Ольги Мальковой получит серебряную кнопку. Ну а почему бы нет? Давайте за это выпьем. Ну, за дружбу. Именно дружба, а не что-нибудь другое. Благодаря Ютубу очень много друзей у меня появилось. Всем привет. Перечислять сейчас это будет очень долго. Но это так. Очень-очень много друзей. Есть и такие, правда, которых я считал раньше друзьями. И в течение, там, допустим, времени, год-два, просто я начал разочаровываться. Я понял, что это, оказывается, люди не простые, как раньше казались, а люди такие, ну, двуличные люди. Есть и такие, которые ради подписчиков, ради продвижения канала готовы, я не знаю на что, ставят себя вот такими. Зачем? Будьте проще, в конце концов, цель-то наша какая? Не просто вот нахапать подписчиков там и быть таким, а просто цель в общении, цель в интересных роликах. Как-то вот так. Хотел много чего сказать. В голове все закрутилось, ничего не получается. В общем, будем здоровы. Будьте добрее, будьте проще. Я поем немножко. Столетний суп со звездочками. Так. Ну, и
давненько мы уже не передавали привета. Я тут немного сделал пару скринов. Давайте вспомним эту хорошую традицию. Так, хочу передать привет Марину Алексееву. Привет, Гена. Болгария смотрит на вашу хорошую зимнюю рыбалку, культурный отдых и славного чаепития, в кавычках. Не хватает вам нашу ракию из винограда. Все красиво и душевно. Лайк номер 110. Я там ответил ему. Кому интересно, можете зайти почитать. Это у нас к кролику недавно, когда уже сейчас с Игорем, с Григорьевичем ездили. Олег Огородник. Геннадьевич, молодец. Не пьянка, а культурный отдых. Григорьевичу и Игорю привет. Так держать. Я написал, что так и держим. Так. Ну и Людмила Емельянова передала Григорьевичу поцелуй. И я сказал, что прочитаю, а не передам. Ну, Григорьевича сегодня нету, так что в следующий раз как-нибудь мы это прочтем. Владимир Погорельский. Гена, большой, прям огромный привет Григорьевичу. Григорьевича вообще много кто любит, уважает и вообще, я, конечно же, ему передаю приветы, зачитываю комментарии. Ему так нравится. Поем как можем. Это Серега, я уже говорил про него. Гена, доброе утро. С Григорьевичем не пропадешь. Я с вами, парни, как всегда. Спасибо за отличные беседы и рыбалку. Привет, Печоре. Экологию засрали везде. Обидно. Все 40 минут посмотрел. Полная версия поддерживает начало до конца. Вот кто, не то чтобы от начала до конца, а вот кто не пропускает рекламу, ощутимо помогают развитию канала, как бы, ну, материально, потому что просмотр рекламы — это дополнительная копеечка, идет в казну канала. И потом вот такие вещи, как вот та же камера, скажем, ремонт автомобиля, тот же бензин. Как бы, если бы я это брал все с семейного бюджета, мы бы просто уже давно... Ну, я не знаю. Кахат Кабутаев. Всех с прошедшим праздником. От мехвода, механика-водителя, 2С1 САУ Ютерборг ГСВГ. Это кролику, который был у нас 19 ноября. Вот, кстати, экшн-камера моя. 34 990. Ну, 35 тысяч. А была 39 990. Хочу поблагодарить Сергея Александровича Р. За денежный перевод. Так. И всех тех еще я уже говорил, но повторюсь еще один раз. Благодарю всех друзей, которые 13 ноября на день рождения канала подкинули денежку на покупку камеры. Это Анна Минибаевна Б. Это, наверное, Беспалова. Это Юрий Викторович К. Это Юра Кулагин. Юра Кулагин — это вообще уже, я не знаю, спонсор моего канала. Рома уходил в армию. Кругленькую сумму перечислил, говорит, Ромки на пирожки. Потом на камеру хороший взнос вот отправил. И сейчас он буквально вчера отправил на ремонт автомобиля опять денежку. Я говорю, мне уже неудобно. Юра говорит, ничего так страшного, говорит, давай. Ну, Юра есть Юра. Огромное тебе спасибо, друг. Потом перевод от Илья Леонидович С. Не помню уже фамилия. На новую камеру, вот даже сообщение написал. Спасибо, друг, спасибо. Память дырявая. Антон Владимирович Л. На новую опупительную видеокамеру. Л — это, наверное, Антон Левчук Сыктывкара. Огромное тебе, друг, спасибо.
Перевод от Александр Сергеевич Н. Перевод от Дмитрий Пантелеймонович Эш. Ша. Чем богато на бензин и рыбалку. Комментарий написал. Перевод от Сергея Игоревич Ж. На развитие канала. Зачисление с карты тут. Ну да, это от Сергея Игоревича. Александр Геннадьевич Х. Перевод. Потом еще так перевод. Ну, в общем, огромное всем, друзья, спасибо. Благодаря вашей помощи скоро будем снимать на новую камеру. Надеюсь, это будет все-таки проще. Я уже привяжу ее, не знаю, лишь бы не утопить. По нелепой случайности утопил камеру. Ну, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Та камера была вообще идеально, отличная. Единственный минус там был, это несъемная батарея. Как бы рано или поздно, когда появилась денежка, я бы, конечно, купил все равно со съемной батареей. Как бы в планах было, но не в этом году точно. Так, ну давайте еще один привет прочитаем. Геннадий, привет. Рыбачил ли на Вятке когда-нибудь? Огромный привет тебе от семьи Чебыкиных. Будешь в Кирове, хотим встретиться и посидеть, поболтать. Живем на берегу реки, 100 метров Вятка. И хотим привет от тебя. Я написал привет, сделаем. Так что, Александр Чебыкин, не знаю, доберусь я ли до Вятки, до ваших мест, потому что очень трудно я на подъем, я уже говорил об этом. Ну, привет. Не с рыбацкой избы, но что-то типа этого. Это уже почти как дом, не изба, но уютно, да, хорошо. Кирпичная печка. Это летняя кухня. На этой летней кухне я провел свою молодость. Построили ее как раз, мне, наверное, лет 15 было. И до армии, после армии. Здесь, короче, я тусовался. Потом выросли мои дети, тусуются они летом. Ромка здесь тусовался, сейчас вот Ленка тусовалась этим летом с подружками здесь. В общем, хорошая летняя кухня. Артем Степанов. Гена, ты настоящий. Будьте здоровы, удачи вам. Артем Смариел с вами. Помнишь, ты передавал привет через видео. Вот, такой вот привет. Спасибо, дядя Гена. И я прям огромное спасибо. Респект твоему каналу. Как-нибудь привет мне через видос заранее. Спасибо, удачи, лайк однозначно. Так что, Артем Степанов, привет тебе. И давайте. И Франсуа Жерар Депардье. Привет всем из Франции. Хорошая компания, хорошо сидите, удачи вам. Так, ну что. Геннадий, не рискуй, а то кому Дрюня 11 на первый лед приедет, пишет Евгений Каданев. Ну, Дрюня, я звонил ему 23, наверное, ноября. Он говорит, до 25 не смогу приехать. Сегодня у нас 26 ноября. Я так понимаю, у Андрея свой первый лед там. Если бы захотел, я так думаю, Андрей бы приехал. Андрей, если смотришь, у меня уже палки поставлены. Печора напротив Троицко-Печорского встала, ниже встала. У нас, правда, открытая, но заберег есть, рыба клюет. Завтра, я так думаю, поймаем неплохо. Так что смотри, хочешь, приезжай, потому что до где-то 10 декабря, если что будет попадаться на лем, будет. Если нет, то уже в середине декабря его уже не поймать. Максим Петров. Григорьевич, а 4-я рюмка за что? Дом на 4 углах стоит. Звезда пятикутная. У евреев шестикутная. 7 одного не ждут. Гена, расскажи Григорьевичу, знает он об этом. Так, опять Григорьевича нету. Расскажем как-нибудь. Были усы Черчесова, остали усы Григорьевича. Так, ладно, эти приветы мы прочитаем, когда будет Иван Григорьевич. Не будем затягивать наш вечер. В общем, сегодня мы сделали огромное дело. Поставил ловушку на озерного гальяна, хотя надежды мало, что туда что-нибудь да залезет. Продолбил вот такую майну в течение часа, наверное, здоровенную. Хотел с очком, а глубины там оказалось всего-то где-то, наверное, сантиметров 60, не больше.
закинул туда ловушку. Не знаю, попадет, что не попадет. Видно будет. Вот. Потому что надо искать или ерша, или озерного гальяна. На малька, налима мы точно не поймаем. Только если в том случае, если попадется мелкий налимчик, и на него попадется трофейный. Язь проходу не дает, малька сшибает сразу. Вот. Ну и насадили все свежими мальками, и завтра, я так думаю, улов будет. Ну что, по третьей ужинаем, и, наверное, хорош на сегодня. Дом согрелся уже. Сейчас сяду, перекину информацию. Я сегодня даже взял вот ноутбук. Так что сразу я спать еще не лягу. Я сегодня сейчас перекину информацию, все то, что сегодня снимал. И попробую даже начать монтировать, чтобы на завтра, если получится, если я не буду вырубаться, если не буду засыпать, то сделаю ролик, чтобы вышел на завтра. Ну нет, так нет. Хотя бы смонтирую часть, и то быстрее будет. Приеду по приезду. Завтра едем домой. А обратно, не знаю, воскресенье день выходной. В понедельник, скорее всего, поеду я за очередным ураганом. Земляки у меня с моей деревни купили 2 урагана. Один ураган приехал сегодня. Это Серега Осипов, с которым мы ездим на рыбалке тоже вот на уток. Вот Серега, Саня, вот постоянно тоже в кадре был. Серега купил ураган Тайга. И Владимир Владимирович Бажиков тоже купил ураган Тайга. Вот, если в понедельник, может быть, если он не найдет транспорт, то придется съездить самому. Ураганово братство урагана растет. Ураганов уже в Покче, сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, наверное, ураганов уже в Покче только, в нашей деревне. В Троицке, наверное, уже где-то 5 точно есть, или 6. По району, наверное, точно десяток. И, наверное, по республике и за пределами республики, которые по моему промокоду купили. В общем, кто еще не знает, по промокоду Комирыбак дается 4% скидки при заказе на ураган. Только надо говорить этот промокод до внесения предоплаты. Многие говорили его позже, и как бы уже он не проходил. Ну вот, как-то вот так. Давайте закругляться. На сегодня хватит. Устал сегодня, немножко рано встал. Ничего страшного, сейчас поужинаем. Сядем монтировать. И потом уже печку закрою и баюшки. Все, до завтра. Увидимся завтра на канале Комирыбак. Всем здоровья.